В эфире выпуск новостей на Якутии-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. В столице закрыт детский сад. У 9 детей подтверждено инфекционное заболевание. В ряде районов республики наблюдается устойчивая тенденция снижения числа безработных. По-прежнему в Якутске остро стоит проблема безнадзорных животных. Стаи собак терроризируют жителей столицы. Лабораторные исследования выявили норовирусную инфекцию у 9 воспитанников детского сада «Прометейчик» в столице республики, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По предписанию ведомства с 11 февраля деятельность детского сада приостановлена для проведения заключительной дезинфекции и генеральной уборки. Согласно последней информации оперативного штаба Якутии, за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 33, в Мирнинском районе 16, Усть-Майском 6, Алданский, Нерюнгринский, Тампонский по 5 случаев, Ленский и Эвено-Батантайский по 3. Еще в 3 районах по 1 и 2 случая. За сутки лабораториями региона проведено чуть более 2200 исследований на коронавирус. Дополнительные меры поддержки работодателей республики, а также механизмы восполнения потребностей в кадрах обсуждают в Якутске участники стратегической сессии. С докладом о ключевых показателях работы с персоналом, влияющих на прибыль, выступили приглашенные эксперты. Также они в качестве примера продемонстрировали кейсы крупнейших предприятий Дальнего Востока. В работе сессии принимает участие вице-премьер правительства республики Кирилл Бычков. Приветствуя участников мероприятия, он отметил, что в этом году со стороны местных органов власти на особое внимание будет уделено сокращению безработицы. Наша первая задача в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вернуться к доковидным показателям по безработице, то есть полностью восстановить экономику в части занятости. Поэтому здесь мы, конечно, преследуем это как краткосрочную нашу цель. Ну, а в долгосрочной перспективе, учитывая такой экспоненциальный рост республики в промышленном отношении, рост инвестиционных проектов, формирование новых отраслей, новых бизнесов, здесь нам нужно решать вопросы такого долгосрочного характера, подготовки тех кадров, того качества и тех специальностей, которые нам потребуются на протяжении нескольких лет. И в продолжении темы в Намском, Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах зафиксировано наибольшее снижение числа безработных. В целом по республике сейчас зарегистрировано более 28 тысяч безработных граждан. Из них 52% это женщины, а молодежь до 30 лет составляет 35%. По информации Госкомзанятости региона, число безработных снизилось на 5% по сравнению с декабрем прошлого года. В службе занятости населения республики предлагается 9038 вакансий. Для снятия напряжения на рынке труда в этом году запланировано охватить более 9 тысяч безработных граждан временной работой. Также намечается трудоустроить 8700 человек по проекту «Местные кадры в промышленности». Данный комплекс мер включает в себе мероприятия по обучению безработных граждан, мероприятия по трудовой мобильности, содействие самозанятости безработных и незанятых граждан, а также отраслевые министерства также будут утверждены дорожными картами создания рабочих мест. Всего около 3000 рабочих мест должно быть создано в различных отраслях экономики. В непростой ситуации оказались жители, чьи участки попали в так называемую зону затопления. На сегодняшний день определено 123 населенных пункта, где ограничено использование земельных участков под жилищное строительство, которые находятся в этой зоне. Все эти данные с адресами и улицами загружены в публичную кадастровую карту Росреестра, с которым перед покупкой участка может ознакомиться каждый. Как отмечают в Министерстве экологии, проблему может решить строительство инженерной защиты от затопления в виде дамб и иных берегоукрепительных сооружений. Еще один выход – внесение изменений в статьи Водного и Градостроительного кодексов о разрешении строительства в зонах затопления при условии сооружения защитного уровня. Сегодня под эту зону, к примеру, попадает Старая Табага, где кроме жилых домов запрещается строительство и социальных объектов. Мы направили предложение в Министерство природных ресурсов, Министерство строительства Российской Федерации о том, что внесли изменения в федеральное законодательство о разрешении строительства при обеспечении объектов
защитными сооружениями. Это могут быть и подъем уровня выше, чем зон затопления, и строительство на свайных фундаментах. И если это примется, мы получили письмо Министерства природных ресурсов, где нам ответили, что наши предложения приняты и будут рассмотрены в Совете Федерации. Так жить невозможно. Жители птицефабрики бьют тревогу. Их микрорайон буквально оккупировали стаи диких собак. Каждый день местным жителям приходится не только встречать детей со школы, но и вооружаться по пути на работу. По словам людей, и дня не проходит без нападения собак на человека. В проблеме разбиралась Саргалана Неустроева. Никогда такого не было, и вот опять. Жители микрорайона «Птицефабрика» ежедневно вынуждены вооружаться палками, камнями и тяжелыми сумками. Это не средневековое линчевание, это настоящая жизнь. Познакомьтесь, Шерхан – гроза района и беспринципный вымогатель. Совсем недавно он напал на женщину, однако для сотрудников отлова пес оказался практически неуловим. На меня один кобель набросился, он мне, получается, вот пуховик лапой задрал и укусил вот здесь. Хорошо, он мне пуховик не порвал. И, соответственно, там я никаких ранений не получила, мы вызывали отлов. Я разъяснила то, что этот пес агрессивен. Но получилось так, что его обратно отпустили, и он снова на птицефабрике бегает. Это не единственный случай нападения собак на местных жителей. Люди вынуждены буквально подстраиваться под распорядок жизни диких стай, избегать мусорных баков и не выходить из дома по одному. Самое интересное, что буквально за полчаса до вашего приезда сюда приехали служба отлова собак, ходила, это у меня все зафиксировано, и отлавливала этих собак. Но это не решение. Мы сейчас готовим ряд обращений к нашим депутатам, которые должны на правовой основе, на законодательном уровне решить этот вопрос. К слову, даже отлов не помог. И уже через несколько минут наша съемочная группа наткнулась на небольшую стаю, расслабленно нежащуюся на солнце. Проблему действительно необходимо решать на законодательном уровне. Однако что же препятствует этому уже долгие годы? Ну, во-первых, у нас нет стоящего закона. Для начала. Люди, все собаки, которые на улице, это 90% самовыгул, ненужные, выброшенные. А наказать человека даже ничем невозможно. Вот эта проблема никуда не денется, пока не решится действительно на законном уровне что-то. Проблема это не только птицефабрики и даже не города. Бродячие животные – бич всей республики. Однако до сих пор никаких мер принято не было. И будут ли вообще? Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. Перенасыщение рынка якутских ювелирных изделий заставляет предпринимателей этой отрасли выходить и продавать свой торговый продукт за пределы региона. Так, сегодня почти каждый второй мастер-ювелир и предприниматель создает и продает ювелирные украшения с якутским орнаментом, что в свою очередь затрудняет новым игрокам этой отрасли занять эту нишу. Из-за этого начинающие ювелиры начинают реализовывать свой продукт за пределы Якутии. Сегодня якутские украшения и бренд «Сделано в Якутии» заявили о себе не только внутри страны, но и по всему миру. Допустим, если заниматься национальными изделиями, то, конечно, в Якутске тут рынок слишком перенасыщен, и этим лучше те, кто там начинает, хочет заняться ювелиркой, то, я думаю, не советую туда вообще суваться, потому что очень сильно рынок перенасыщен, и трудно будет вообще прорваться. Вот из-за этого, что-то нужно выбирать, делать анализ и изготавливать именно то, чего в Якутске нет. Мы вообще нацелены на самом деле не на Якутск, то есть у нас рынок идет по России. К этому часу пока все новости. О развитии событий мы расскажем в следующих выпусках. Не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах и дезинфицировать руки. До встречи в эфире.